Что вам дано, Артяс? Что вы увидите в этом видеоролике, я пока сам не знаю. Но мы собрались на рыбалку. Сейчас 5 часов утра. Жду дядю, и мы поедем в лес на целых 3 дня. Интересности начались с берега. Например, на камнях лежал чей-то череп. Во время поездки до озера мне понравилось то, как широкая река Боровая сузилась в 5 раз. Уточки. А вот эти бревна в прошлом веке служили переправой для тракторов. В этих лесах работали люди. Добывали пиломатериалы, косили сено. В видео мы посетим их места проживания. После 2 часов начала путешествия пропала собака Лая. О ней поговорим отдельно. 100 метров осталось до нашей остановки. Дальше пешком 2 километра. Так выглядит наш дом на следующие 3 дня. Изба для коми-охотника не просто строение, а одушевленное создание. Она хранительница и спасительница. При посещении избы не забудьте ей поклониться. Показывать внутрь избы еще рано. Время около 12 часов дня, и мы идем к озеру. Вот оно, какое лесное озеро, вад на коми-языке. Первое, что я подумал при виде такого водоема, это какое здесь дно. Оказалось, что на дне лежит песок, а это знак того, что здесь обитают не только караси и гыч, но и щик, кебес, щука, щир, пелядь и другие рыбы черри. Мы сразу начали ловить живца, маленьких окуней, ёкыш и красноперку, кельчи. Жаль, что я сейчас не снимал, но сам удивился, какого окуня поймал. Смотрите. Смотрите, какой большой. Если сравнить меня, как моя голова. Дядя вдоль берега установил рогатки на щуку, и хищника поймали моментально. А вы знаете, почему у меня такое довольное лицо? Да, потому что время обедать. После обеда мы пошли к соседнему озеру. Оно находится в 200 метрах от нашего. Туда тоже установили рогатки и снова поймали щуку. Бросим удочку. И ждем. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 секунд. Поймал рыбу, несу дяде. Возле этого озера круг настолько хорошо протоптан, хоть в кросс бегай. На рыбалке время летит быстро. И вот уже вечер. Мы варим уху. А что с пропавшей собакой? Весь день мы кричали ее кличку. Надеялись, что отзовется. Но никто в ответ не лаял. Собака-то пропала днем. До сих пор нету. Хозяин сильно переживает. А вечером дяде позвонили с села. Собака вернулась домой. Печору реку сама проплыла и вернулась. Лая жива. Это хорошо. Со спокойной душой мы поужинали, полюбовались вечером. Вот такой тут умывальник есть. Настоящий мужицкий. Моем руки.
Кто-то из моих подписчиков, кто молодые, помнит такие умывальники? Это второй день нашей рыбалки. Спал отлично. Это называется кык-киофила. Таким инструментом мы заготовили дрова на вечер, попили чай со вчерашней ухой и пошли проверять рогатки. Где-то не поймалось. А вот тут есть. Пошли на другое озеро. Вчера здесь тоже поставили уже живца. И вроде бы даже что-то поймалось. Щука-то попалась, но сорвалась. Значит, еще не успела проглотить живца с крючком. Ничего страшного. Снова поймал мелкую рыбу, закинул рогатку и ждал. Там, говорят, какая-то раненая щука есть. Надо спиннингом вытащить. Дядя поймал 2 щуки, а я не одну. Решил играть по-другому. Ловить рыбу на блесну. Тут, в общем, такая история случилась. У меня чуть-чуть сломался спиннинг. Ну, леска под катушку зашла. Пока ее чинил, колебалка была в воде. Вдруг дергает, смотрю, и там щука такая поймалась. А чем же удивит наше первое озеро? На рогатку попался моллюск, значит, вода точно чистая. Перекусим и пойдем в одно удивительное место. О, песик кричал. Это пес владельца избы. Хозяин тоже приехал на рыбалку. В следующие дни нас было 3, не считая собаки. Возможно, вы представляете лес как на картине. Но в основном лес, яг, выглядит вот так. Эту линию когда-то отрыли тракторами для того, чтобы защитить лес от пожаров. То есть, если горит левая часть, то огонь не возьмет правую часть. Лес сохранится. А вот ловушка для дичи. Убийственная штука. Очень давно на этом месте был магазин. Здесь в землянках жили люди. Они валили лес, который потом сплавляли на пароходе. И здесь же есть могила. Там похоронен Терентьев Василий Аврамович. Продолжаем разговор. В 2 крючках живца нет, на остальных есть. А щука вообще не попалась. Вот мы около избушки. Сегодня устал больше, чем вчера. Но перетерпеть можно. Посидим возле костра, поразмышляем. Поймали 7 щук. Вчера, кстати, тоже было 7 щук. Сегодня где-то 3 или 4 щуки под 3 килограмма весят. На ужин снова ели уху. Этот трос держит избу, чтобы в половодье дом не уплыл. Время 4:30 утра, 2-я ночь позади. Идем снова проверять крючки. Как ни странно, за ночь на 2-м озере ничего не поймалось. И даже живец не ловился. Поэтому мелкую рыбу мы ловили с 1-го озера. На рогатку поймался большой окунь. В детстве он тоже был живцом. Вот шрам от крючка. Теперь действие будет происходить на 1-м озере. После перекуса поплыли осваивать другую сторону озера. Новое место оказалось рыбным. Там мы остались до обеда. После поплыли обратно в старое место, откуда все и начиналось. Целый час поспал, выспался, энергии стало больше. Сейчас один хочу выйти на лодке, туда, там, где не очень много ветра попадает. Ну, тихо там, в общем. Вот сейчас я плавал на лодке Днепр. 400 килограмм грузоподъемность у него.
а высота волны до 0,75 метров. Розничная цена была 650 рублей. Сегодня это озеро нас оставило без лова, поэтому мы собираем все крючки. Больше это озеро не потревожим. Аття залежит мадават ей. Мы энкольменес черитек, вердыштин, асфат счет и часкы черинат, ширнат. В этот же день произошло фиаско. Дядю укусила щука. Третий день прошел. Сегодня мы пошли на рыбалку где-то в 4:30. И вот пришли только сейчас. А сейчас 6 вечера. 13 часов с половиной я был на рыбалке. Вот так раньше и коми-охотники проводили свои дни. Они даже еще больше рыбачили. Ну, коми-рыбаки. И тогда еще условия были совсем другие в лесу. Намного хуже, чем сейчас. Сейчас-то в избушке, чтоб спать, зажег антикомарин. Все, комаров нет. А тогда такого не было. Тогда жгли траву сухую, потом свежую траву. Ну, чтоб как-то запах выбил комаров из сил. Да. Третья ночь в лесной избушке успешно прошла. Скипячу чайник, попьем чай и пойдем забирать крючки. А дальше поедем домой. За 3 дня мы поймали 24 щуки на двоих. Как говорится, тавы скуч, ставы еще сейчас. Вот и все, можно сказать, что наша рыбалка окончена. Собрали вещи, и мы уходим от этой избушки к своей лодке. Поплыли. Три дня в лесу вам удалось показать за 13 минут. Буду очень благодарен, если вы поделитесь видео с друзьями и оставите комментарий. Всем удачи!